Пара последних штрихов, чтобы подвести овал лица, контур глаз, и вот портрет любимого дедушки уже готов. А еще голуби мира, георгиевские ленточки, наклейки с 75-летием Победы и несколько фотографий, как память об отважном 17-летнем юноше, участвовавшем в далеких 40-х Малгобекской оборонительной операции. Окно Победы внуки украшают с гордостью, но вспоминать о войне Тагир Бекбузаров не любил, признается внук Магомед. В памяти остались лишь скупые рассказы дедушки. Он рассказывал, что он проходил через Гейбекюрт и через Камбелеевку, он говорил, отвозил раненых людей. После войны он вернулся домой. Когда он пришел, там его родных семей никого не было. Ему сказали, что их в Казахстан отвезли. Следом поездка в Казахстан, поиск родственников и 13 долгих лет без родины. Но наперекор тяжелому прошлому ветеран приложил все силы, чтобы будущее было светлым, чем те годы, которые пришлось пережить. Свою семью он нашел, женился там же в Казахстане, вспоминает его супруга Шарихан, и воспитал 8 детей. Внуки украсили окно несколькими фотографиями из разных периодов жизни ветерана. Но супруге больше всех нравится портрет внучки. Он сразу напоминает ей, каким он был. Высокий, симпатичный, вот такой, как есть, такой же и был. Грамотный был, характер тоже ничего. Жили, детей было, ничего, пожили хорошо. Тагира Бекбузарова не стало 3 года назад. Но помнить его Магомед будет не только как отважного солдата, но и любимого дедушку. Вот он с ним украшает одну из полос газеты, как первый родившийся внук Магаса. Пробуждает воспоминания о нем костюм с наградами. И это акция. Когда я был маленький, он все больше мне уделял времени свое. Со мной играл, со мной гулял он по парку. Все детство у меня с ним прошло, рядом с ним. В преддверии 75-летия Победы администрация Магаса провела еще несколько акций. Раздала людям и символ Победы – георгиевские ленты. А несколько дней назад российский триколор украсил многие дома и учреждения столицы в рамках акции «Флаги России». Основная цель этой акции это была направлена именно на то, чтобы каждый гражданин, конечно же, помнил, что 9 мая для нас особенный день, для нашего народа, для всей России. И, соответственно, триколор это является символом данной победы. Посыл всех этих мероприятий – просто сказать спасибо нашим родным и близким, отстоявшим Родину. И этому не помешает неблагоприятная эпидобстановка в стране и мире. Как и каждый год, уже 75 лет подряд, мы просто напомним, что никто не забыт и ничто не забыто. Я бы хотел пожелать нашим ветеранам в первую очередь здоровья, ну и, конечно же, сил, да, чтобы жить дальше и, в общем, они могли радоваться этой жизни. И самое главное, хотел бы выразить им огромную благодарность за то, что они сделали для нашего народа, для всей России, потому что если бы не они, сейчас бы мы не смогли бы жить в мире и согласии. Спасибо тем людям, кто воевали за нас и дали нам мирное небо. Спасибо дедушке за то, что он тоже воевал за нас всех. Дана Плиева, Магомед Шаухалов, Новости 24.